Сегодня утром я был на улице Лūdzu. Šorīt esmu bijis Lūdzas ielā, Daugavpils ielā. Mārtiņš меня пригласил и Mārtiņš mani uzaicināja. Я был дотронут. Меня очень сильно коснулся. Tas mani tiešām spēcīgi aizskāra mani. Люди, которые приходят, чтобы искать Бога и познать о Боге. Tur ir cilvēki, kuri nāk, lai meklētu Dievu. И вы знаете, мне было так приятно, когда мне говорили, что надо ехать так и так и так. Думаю, хорошо, да, я доеду и доехал нормально, хорошо. Bija tik labi, man teica, tur būs jābrauc tā un pa labi un pa kreisi. Но мне было tik так labi aizbrauc. приятно, потому что 5 лет тому назад, когда Бог начал нам показать, что нам надо ближе сюда. Уже 5 лет. 5 gadus atpakaļ Dievs mums runāja, ka mums jāpārceļās kaut kur tuvāk. Мы думали, хорошо, будем, наверное, открывать церковь. Nu, mēs domājam, labi, varbūt mēs uzsāksim draudzi. Потому что мы думали, что именно для этого Бог хотел. Un mēs domājam, ka jā, Dievs И мы начали vēlējās lietot mūsu tādā. думать, где церковь будет. Un mēs sākām domāt, nu, kur tā draudze būs. И в этот Московский район был один из районов, где мы ездили, посмотрели. Tas Maskavas ielas rajons, viņš bija viens no tiem, kur mēs braukājām un skatījāmies kādu ēku. Было бы хорошо церковь. Un domājam, jā, nu šeit tiešām būtu labi, te būtu draudze. И думали, если мы приедем, будем открывать здесь церковь. Un mēs tā arī padomājam, ka ja mēs atbrauksim, tad šeit mēs arī sāksim. Но мне было так приятно чувствовать, что есть церковь уже там. Да? Bija tik patīkam to apzināties, redzēt, ka jau ir draudze. Церковь, с которой мы имеем какой-то связь, контакт, общение. И мне было очень приятно. Jā, draudze, ar kuru mums jau ir kaut kāds konteksts un cieši saiknis, jā. Приятно. Ļoti patīkam tas bija. Еще как-то мысль, которая пришел в сердце. Vēl kāda doma man ienāca sirdī. Пока пастор Модрис говорил, kamēr я хотел все понимать, что он говорит. Es gribēju visu saprast, ko viņš teica. И я знаю, что Наташа реально, да, но я стараюсь просто не обращать внимания на перевод, чтобы привык. Es centos jā, nepievērst uzmanību par tam tulkojumam, bet centos uztvert pa taisno pats saprast. И я об этом не говорил с пастором, да, но... Es runājuši par to ar mācītāju. И вдруг, потому что еще мысли пришел. Потому что думали, может быть, было бы хорошо открывать, может быть, международная церковь. То есть, bija mums vēl tāda doma, varbūt nebūtu slikti kāds startautisks. На английском языке, да? Draudzi, multinacionāli draudzi uzsākt. Dažādi tautību cilvēki. Пока я сел сегодня, пока пастор Модрис говорил, думал, а почему не создать какую-то систему по наушникам, да? Чтобы был перевод в этой церкви и на русском, и на английском. Es domāju ap tajā laikā, ka, kāpēc gan nevarētu būt, atteiksim, nodrošināt arī tulkojumu vairākās valodās uz austiņām draudzē. Русскоговорящие пришли из Lai varētu nākt krievalodīgie, angliski runājošie, испански runājošie. Мы можем переводить. Mēs varētu tulkot. Вот вы можем помогать в этом. Было бы хорошо. Я оставляю на ваше размышление, да? Jā, tā kā, вы знаете, arī padomājiet jūs. Я восхищаюсь одной картиной церкви, Библии, по отношению к церкви. Es sabrīnoju kādu ainu Bībelē attiecībā uz draudzi. Это церковь, которая мне больше всех нравится в Новом Завете. Draudz, kur man visvairāk patīk visā jaunā derībā. Это церковь Антиохии. Un tā ir Антиохijas draudze. Я не буду говорить об этом, но вот там были разные национальности. Tur bija multinacionāli draudze. Там были разные видов таких культурах и людей, да. Tur bija ļoti dažādi cilvēki kopā no dažādām kultūrām. Там были и рабы, которые были, наверное, освободились от рабства, да. Iespējams, jā, tur bija arī pat vergi, kuri bija tikuši brīvi. Там был какой-то нигер, да, по имени, да. Может быть, он был чернокожий. Tur bija kāds vīrs vārdā Nigers, iespējams, viņš bija melnādains. Там был родственник императора, тоже какой-то родственник императора, да. Не императора, но Геродот, да. Геродот, не император, Ирод, да. Heroda galma ļaudis tur bija.
межкультурная такая остановка, не знаю. Может быть, вы не хотите... no dažādām kultūrām. Я знаю, что ваш пастор очень хочет это. Jūs to nevēlaties, bet es zinu, ka jūs mācītājs ļoti vēlas. Вдохновение говорит об этом, да? Un tāpēc man ir tāda, es droši varu par to runāt. Поэтому просто я пытаюсь поделиться о том, что Es tagad vienkārši cenšos появляется в моем сердце. Ar to, kas ir manā sirdī. Конечно, я не все поделюсь, потому что вы будете... Es nedalīšos ar visu. Иногда есть мысли, которые появляются, которые надо изгонять. Jo citreiz atnāk tāds domas, kuras vajadzētu dzīt projām. Но мы все люди, да. Nu, visi mēs taču esam cilvēki. Хорошо, я попрошу Алекс прочитать эту прекрасную историю, которую Иисус рассказал нам в книге Луки, Евангелие от Луки. Lasīsim no Lūkas evaņģēlija 10. nodaļas, 30 стиха no 30. panta по 35. līdz 35. Да. Tad Jēzus atbildēja un sacīja, kāds cilvēks gāja no Jeruzālemes uz Jēriku un krita laupītāju rokās. Tie tam noplēsa drēbes, sasita un atstādami viņu pusmirušu guļam aizgāja. Bet nejauši kāds priesteris gāja pa to pašu ceļu un to ieraudzījis, viņš aizgāja garām. Tāpat arī kāds levīts nāca gar to vietu, to ieraudzīja, bet aizgāja garām. Bet kāds samarietis savu ceļu iedams tuvojās viņam un viņu redzot, sirds tam iežēlojās. Un piegājis viņš pārsēja viņa vātis, ieliedams tajā seļu un vīnu. Pēc tam viņš to cēla uz savu lopu un to aizveda mājvietā un to apkopa. Bet otrā dienā izņēmis 2 denārijus iedeva tos saimniekam sacīdams, kop viņu un, ja tu vēl ko izdosi, atpakaļ nākdams es tev to atdošu. Хорошо, здесь я хочу вместе с вами смотреть и разобраться с этой картиной, которую Иисус нарисовал здесь своими словами. Izskatīt šo raksturvietu, ja, par ko Jēzus šeit stāsta. Эта картина говорит о нас. Šī te aina patiesībā runā par mums. О том, что с нами произошло. Par to, kas ir noticis ar mums. О том, что Иисус сделал с нами. Par to, ko Jēzus ir ar mums И о darījis. том, что где мы сейчас находимся. Par to, kur mēs tagad atrodamies. Написано здесь, что человек шел Ir rakstīts, ka kāds cilvēks gāja из Иерусалима в Ерихон no Jeruzālemes uz Jēriku и попался в руках разбойников, un krita laupītāju rokās, которые сняли с него все и сранили его, и ушли, и оставили его. Tie tam noplēsa drēbes un sasita viņu un atstāja viņu pusmirušu tur guļam, aizgāja. Вот это то, что произошло с человеком, Tas ir tas, kas notika ar cilvēku, с вами и со мной. ar jums un ar mani. На испанском языке написано, что он отпустился, то есть он спустился из Иерусалима в Ерихо, потому что Иерусалим был на горе. Spāņu tulkojumā ir teikts, ka viņš gāja tā kā lejup no Jeruzālemes uz Jēriku, jo Jeruzāleme bija kalnā un viņš gāja lejā. И это то, что произошло с человеком, с вами и со мной. Tas ir tas, kas noticis ar to cilvēku un arī ar mums. Мы были созданы, чтобы жить в Иерусалиме. Bijām radīti, lai dzīvotu Мы были Jeruzālemē. созданы для Бога, Mēs bijām radīti Dievam мы были созданы по образу Ему, pēc viņa tēla, а мы упали. bet mēs esam krituši. А мы попали в грехи. Mēs esam krituši grēkā. Провалился. Cilvēks ir Человек izgāzies. согрешил. Cilvēks sagrēkoja. И человек деградировался. Un cilvēks degradēja. И в этом процессе Šajā procesā он попал в руках разбойников. viņš nonāca laupītāju rokās. Вы знаете, есть враг наш, Zinat, mums ir ienaidnieks, который не любит нас. kurš mūs nemīl. Вообще не любит нас, верующих, да? Vispār nemīl mūsu Потому что ticīgos. он видит в нас образ Иисуса Христа, Jo viņš redz mūsos Kristus но tēlu. он не видит тоже неверующих. Un viņš neredz arī Потому neticīgos. что мы все были созданы. Jo mēs visi tikām radīti pēc Dieva tēla un И līdzīgi. человек попался в руки это разбойников, Un cilvēks nonāca šo laupītāju rokās, которые ранил его, kuri viņu savainoja, sasita, украл его, все, что у него viņu есть. aplaupīja, И atņēma Библия говорит, что visu, kas bija. дьявол для этого пришел, Un Bībele saka, ka tieši tam arī vēlns ir nācis, lai чтобы nozagt, разрушить, nolaupīt, чтобы убивать.
lai nokautu, И мы nomainītu. были все в этом положении. Visi mēs bijām šādā stāvoklī. Написано здесь, он был едва живым. Te ir rakstīts, ka viņš bija pusmiris То есть не atstāts. совсем живой и не совсем мертвый. Nu, ne pavisam miris gluži, bet arī ne tāds, А pusdzīvs. вот это такое состояние людей, которые в мире живут, да? Tas ir tas stāvoklis, kādā cilvēki dzīvo pasaulē. Они думают, что они живы, Viņi domā, ka viņi dzīvo, но они почти мертвы, или они вообще мертвы. bet viņi ir praktiski miruši, pusmiruši. Потому что, помните, когда, то есть, человек был создан где? В рае, в Эдене, да? Jūs atcerieties, kur cilvēks tika radīts? У него Ēdenā, было там все. paradīzē. Tur Это bija был его viss. Иерусалим. Tā bija viņa Jeruzāleme. А Бог там поставил два дерева. Un Dievs tur ielika divus Там kokus, было дерево жизни, от которой человек мог бы питаться постоянно. no kura cilvēks varēja visu laiku ņemt un И ēst. там было дерево познания зла и добра, Un bija arī ļaunā un laba atzīšanas koks. от которого, наверное, когда-то человек мог бы и питаться. Nu, no kura arī iespējams Но, kādreiz наверное, он cilvēks не был varētu готов ēst, для этого. bet laikam viņš nebija tam И Бог gatavs. говорит, не трогай, Un Dievs teica, neaiztiec, а человек neaiztiec. трогал. Bet И Бог Dievs говорит, to ņēma. день, который вы Cilvēks их будете трогать, это дерево. Un Dievs teica, tajā dienā, kad jūs ņemsiet no tā koka, На русском говорит, смертью умрешь. Krievu tulkojumā ir teikts, Не знаю, как ar написано, nāvi nomirsiet. Nu, tas Но ir nāvē написано, mirsiet. смертью умрешь. Что это такое? Nāvē mirsiet. То есть человек трогал, кушал, Jo cilvēks ņēma, ēda, но вроде бы он не умер. bet viņš nebija miris, Он nenomira. продолжал жить. Viņš turpināja Но dzīvot. что-то произошло внутри его. Bet kaut kas notika Что-то iekšā viņā. выключился. Kaut kas tā kā И atslēdzās. человек умер духовно. Un cilvēks bija miris. Произошло как garīgi. будто, когда у нас есть фен, да, который работает, да? Фен, да? Mums ir fēns, kurš И strādā. мы отключаем из розетки, да? Mēs viņu izraujam ārā no tīkla. Вроде бы продолжает Atvieno. двигаться, да? Viņš tā kā turpina griezties, No mala pa mala tas un- ventilators. Умрет. И так и Bet произошло с lēnām человеком. viņš apstājās. Un tāpat arī notiek arī ar cilvēku. Мы умерли. Mēs Мы были мертвыми. bijām miruši. Наверное, кто-то здесь мертв. Varbūt kāds ir šeit ir miris. Мы смотрим телевидение, да, и смотрим все, наша молодежь по всему миру делает, вроде бы все прекрасно, фан, Nu, mēs skatāmies televīzijā, jā, tur jauni cilvēki, ko viņi dara, izklaidējās, fans, viss forši. но без Христа человек мертв. Bet bez Kristus cilvēks ir miris. И не только мертвый, то есть он еще попал в руки врага, который изранил его Ne tikai miris, bet viņš ir и украл все, что у него Viņš есть. būtībā ir ienaidnieku rokās nonācis un aplaupīts un sasists, un viņam viss ir atņemts. Вы знаете, может быть, сегодня здесь есть кто-то, Zināt, varbūt šeit kāds šodien у которого болит душа. ir kādi, kam sāp dvēseli. Есть какая-то рана в душе. Ir kādas dvēselē Потому brūces, что в этой жизни jo šajā dzīvē мы попали в ситуации, о которых мы, наверное, не виноваты. mēs arī nonākam reizēm situācijās, kurās neesam vainīgi. Но эти ситуации были пользованы дьяволом, чтобы ранить, чтобы... Bet vēlams lietoja šīs situācijas, lai mūs ievainotu. И мы все были там, Un mēs visi tur Darot. bijām ceļā, оставлены. pamesti ceļmalā. И так этот человек был, когда кто-то приближался к нему. Un tā viņš tur bija tas cilvēks atstāts, kad kāds viņam tuvojās. И это был священник. Un tas bija priesteris. И этот священник, написано здесь, шел той дорогой и увидев его, прошел мимо. Un te ir rakstīts, ka priesteris gāja pa to pašu ceļu un to ieraudzījis, viņš aizgāja garām. Что мы видим здесь? Ko mēs te redzam? Этот священник представляет то, что мы называем религией. Priesteris, šeit ar priesteri mums jāsaprot tas, ko mēs saucam par reliģiju. А эта религия увидела его и не мог помогать. Вообще не обращал внимания. Reliģija ieraudzīja viņu to cilvēku un neko nespēja tam līdzēt. Nu, vispār pat nepievērs viņam īpašu uzmanību. Религия – это не совсем плохая вещь, Reliģija tā nav но pavisam религиозность. slikta lieta, bet reliģiozitāte. Что такое Reliģiozitāte. религиозность? Kas tas ir? Религиозность – это маска.
Reliģiozitāte tā ir kā maska. Мы пытаемся соблюдать какие-то правила, да? Mēs cenšamies tad ievērot kādus likumus, Но внутри bet iekšā мы мертвы. mēs esam miruši. Мы пытаемся соблюдать какие-то, может быть, зажигать свечи, или ходим, или регулярно ходим. Mēs kaut ko cenšamies kaut ko pildīt, kaut kādus darbus, likumus ievērot, kādas sveces dedzināt kaut kur. Если это просто религия, Bet ja tas ir tikai vienkārši reliģija, это вообще не может нас помогать. tas mums neko nevar līdzēt. Религия проходит мимо. Reliģija viņa aiziet garām. Потому что религия касается внешности человека. Jo reliģija viņa pieskarās cilvēku Религия tikai пытается ārienē. красить Reliģija viņa tā kā bišķi то, что вне человека. piekrāso to ārienu. Но не может коснуться эта боль, которая у Bet человека nevar есть внутри. aizsniegt tās sāpes, kas ir cilvēkā iekšā. Религия проходит мимо. Reliģija aiziet Потом garām. шел второй человек, Tad gāja garām otrs cilvēks. левит. Levīts. Что такое левит? Kas tas tāds levīts? Левиты были те, кто служили в храме, Levīti ir tie, kuri kalpoja которые templī, прославляли Бога. kuri slavēja Dievu. Они были ближе к Богу. Viņi bija tuvāk Dievam. Они были добрые, хорошие люди. Viņi bija labsirdīgi cilvēki. Как наши люди, которых, наши братья и сестры, которые Mūsu māsas самые brāļi, лучшие царь. kuri šeit mums priekšā ir vislabākie. Нет, левит представляет человека, который пытается угождать Богу своими делами. Levijs šeit ir parāda cilvēku, kurš mēģina izpatikt Dievam ar saviem darbiem. Вы знаете, я слышал очень часто, да, а мне церковь не надо. Es bieži esmu to dzirdējis. Man nevajag baznīcu, Ja man nevajag хороший draugus. человек. Es esmu labs Я лучше cilvēks. всех, которые ходят в церковь. Es esmu labāks par viņiem visiem, kas iet uz to draudzi. Я не украду, не кражу, Es не... nezogu. Ну, нормальный, хороший, моральный человек. Normāls tāds morāls cilvēks. Говорит здесь, что этот человек, левит, Un šeit ir teikts, ka tas Levīts подошел ближе. Вроде бы здесь похоже, что сказать, что он... То есть священник просто мимо прошел, даже не хотел приближаться, даже не хотел трогать. tur bija tā, ka priesteris viņš uzreiz gāja garām, pat negribēja А tuvoties похоже, viņam. что левит чуть-чуть ближе Bet un приближался, izskatās, ka Levīts viņš смотрел эту страшную картину. drusku tomēr tuvāk piegāja klāt viņam, jā, lai И он говорит, ieraudzītu, apskatītos. это слишком много для меня. Un tad viņš ieraudzīja, viņš teica, Ja ne, nevaru. tas ir par daudz Jo nušau. priekš manis, es Я nevaru, хочу un сказать, aizgāju что prom. добрые дела, Es gribu teikt, ka они тоже хорошие люди. labi darbi arī ir labas lietas, Но они не хватают, bet ar tiem ir par maz, чтобы целить наше сердце, lai izdziedinātu mūsu sirdis, чтобы убирать наш грех, lai noslaucītu mūsu grēkus, чтобы очистить нас. lai šķīstītu mums, attīrītu, nepietiek ar to. Поэтому религия не помогает. Tāpēc reliģija nepalīdz. Добрые дела, хотя они хорошие, не помогают. Labie darbi, kaut viņi ir labi, Но viņi был nepalīdz. здесь один человек, который помог. Bet tomēr tur arī bija kāds, kurš palīdzēja. А это был самаритян. Un tas bija samarietis. В прошлое воскресенье, когда проповедовал, я чуть-чуть говорил, что такое Самария, что такое самаритяне. Es pagājušajā svētdien, kad sludināju, nedaudz runāju par to, ja, kas ir Они были samarieši. люди, которые жили в районе, где была как-то смешанная культура. Помните, да? Ja, viņi dzīvo, atcerieties, viņi dzīvoja rajona apvidū, kur bija sajaukt kultūra. А в этом человеке Un šajā cilvēkā и Самарии no Samārijas я вижу картину от того, который на самом деле может нас помогать. es redzu to, kurš mums patiešām var palīdzēt. А это есть Иисус Христос. Un tas ir Jēzus Kristus. Потому что Иисус Христос, Jo Jēzus Kristus, подобного это самаритянам, tāpat kā šis samarietis, будучи Богом, būdams Dievs, mūžīgs, он решил тоже пройти через то же самое дорогу, через которую viņš мы тоже. nolēma iet par to pašu ceļu. И сделался себе человеком. Un viņš ir kļuvis par cilvēku. Он был Бог человека. Viņš bija Dieva cilvēks. 100% Бог, 100% Dievs 100% человек. un 100% cilvēks. Он и является так, для того, чтобы, будучи 100% Богом, Viņš ir tāds, kā, lai būtu 100% он мог Dievs, бы быть всемогущим и сильным, чтобы
поднимать нас. Viņš bija pietiekami vispēcīgs, jā, lai pacelt mūs. И он стал человеком Viņš kļuva par cilvēku, для того, чтобы 100% понимать нас, через чего мы проходим. lai 100% saprast mūs, izprast mūs, caur ko mēs ejam, kā Он mēs ejam стал cauri. человеком, Viņš kļuva par cilvēku, чтобы пройти через каждое разочарование, через которое мы проходим. lai iziet cauri Через каждую боль, katru vilšanās, каждой, katrai наверное, sāpei, болезни. Болезни. katrai slimībai. Потому что, вы знаете, я верю, что тоже, как человек, иногда Иисус тоже заболел. Es ticu, ka Jēzus arī kā cilvēks, Он пережил в своей плоти kādreiz it kā izslimoja, izdzīvoja savā каждую miesā боль, katru sāpi, через которую мы проходим. caur kuru mēs izējam cauri. Или говорит, что Он взял на себе все наши болезни. Bībele saka, viņš uzņēmās visas mūsu sērgas. И написано здесь, что Он, этот человек, пришел, смотрел, приблизился и сжалился. Jā, un ir rakstīts, ka viņš pie savu ceļu iedam tuvojās viņam, viņu redzot, sirds tam iežēlojās. И это то, что Иисус делает сам. Tas ir tas, ko Jēzus ar mums izdarīja. Он единственный, который может нас понимать. Viņš ir vienīgais, kurš spēj mūs saprast. Иногда нам хочется, чтобы кто-то нас понял. Reizē mums gribās, lai kāds mūs saprot. Да, Jā. иногда муж не понимает, жена не понимает, Kādreiz друг не vīrs понимает. nesaprot, sieva nesaprot, draugs nesaprot. А есть один, который может нас понимать 100%. Ir viens, kurš var pilnībā, 100% mūs Это Иисус saprast. Христос. Tas ir Jēzus Kristus. Он тоже прошел через чего вы или ты проходишь сейчас. Viņš arī ir gājis tam cauri, kā ej tu tagad cauri šobrīd. Этот человек был ранимым, то есть он был, просто кровь стекла, он почти не умер. Tas cilvēks cietušais, viņš bija sasists, gan nosiņojis, gan drīz tikpat kā Что miris. это самарянин сделал? Un ko samarietis izdarīja? Он тратил свое, Viņš iztērēja savu, чтобы помогать ему. lai palīdzētu viņam. Дается понимать, что этот человек был занят. Un tad jāsaprot, Наверное, будет бизнесмен. jāsaprot, ka tas cilvēks arī bija Видно, что он был солидный, потому что потом посмотрим. Iespējams, kāds uzņēmējs, jā, viņš bija tāds zolīts, viņam bija ko izņemt no kabatas ārā, vai ne? А он остановился. Bet viņš apstājās, Тратил свое время. tērēja savu laiku. Иисус оставил свой трон. Jēzus atstāja savu troni. Оставил все, что там, это слава, которая была в нем и вокруг него. Atstāja visu to godību, kas bija viņam apkārt, viņā. Он шел в времени. Он, будучи вечным, Viņš būdams mūžīgs, можно сказать, он шел, можно так сказать, в время, да, он viņš tā kā ограничивал себя. viņš tā kā ierobežoja sevi un gāja laikā, Он laikam родился cauri. как любой из нас. Viņš piedzima kā jebkurš no mums. И он умер, как мы все будем умереть. Un mira, kā mēs visi mirsim. И он тратил своих ресурсов. Viņš tērē no saviem resursiem. Он начал исцелить его. Viņš sāka viņu dziedināt, izārstēt. Перевязал Pārsēja viņu. и возливая масло и вино. Написано там. Ja tur rakstīts, viņš pārsēja viņa vātis, ieliedams tajās eļu un vīnu. Kas tas ir? Вы знаете, вино в тех временах пользовалось как лекарство, чтобы Jā, vīns tajos laikos viņš bija kā tāds kā zāles, когда воспаление, lai Dezinfekcija, jā. dezinficējuši līdzeklis, lai noņemtu kādu iekaisumu. есть люди, у которых есть воспаление в душе. Ir cilvēki, kuriem ir iekaisums dvēselē. Болит и болит. Sāp un sāp un sāp. И все хуже и хуже со временем. Kļūst aizvien sliktāk. И вино представляет кровь Иисуса Христа, Un vīns, viņš ir kā Jēzus Kristus asinis, может дезинфицировать нас. kura var mūs dezinficēt. Может уберечь всякие инфекции и всякие вирусы. Jā, kur var iznīdēt visus vīrusus un Потому что infekcijas. мы все родились с этим вирусом. Jo mēs visi ar šo vīrusu esam dzimuši. Как СПИД. Да, когда Адам и Ева согрешили, Kā aids.
Адам и Ева, да, согрешили. Kad Ādams un Ieva sagrēkoja, Они получили этот вирус, который передался с поколения в поколение. viņi saņēma šo te vīrusu, kuru nodeva pēc tam no А вы paudzes знаете, что paudzē. болезнь смертельна. Nāvējo, Spīt, да. aids ir nāvējoša slimība. А только кровь Иисуса Христа может исцелить нас. Bet tikai Jēzus Kristus asins var mūs dziedināt. Наши добрые дела не могут снимать наш грех. Mūsu labie darbi, viņi nevar noņemt mūsu Наша grēkus. религия не может вообще снимать наш грех. Mūsu reliģija nespēs tikt galā ar mūsu Только grēkiem. кровь Иисуса Христа, Tikai Jēzus asinis, сливающая в нашей душе, в нашем духе. kura tiek izlieta mūsu dvēseles, mūsu garā. А после этого самаритянин сливал елей, масло. Un arī tur samarietis lēja eļļu, Это Дух Святой. un tas ir svētais gars. Иисус говорил, я ухожу, Jēzus teica, es я aizēju, пошлю Дух Святой. bet es sūtīšu jums svēto Он garu. будет с вами всегда. Viņš būs ar jums vienmēr. Он утешитель. Viņš ir Он mierinātājs. дает вам мир. Viņš dod jums mieru, Он дает вам покой. dod jums mieru. Он будет смягчать ваши раны. Viņš mīkstinās jūsu И он будет vārdus, заканчивать ту работу, которую я начал. un viņš pabeigs to darbu, ko es esmu iesācis. И очень интересный момент здесь. Ļoti interesanti momenti šeit. Человек замечательный, как Иисус Христос. Tas cilvēks brīnišķīgs, Он kā tāds kā ездил на Jēzus. лошади, наверное. Viņš, iespējams, viņš Да. var zirgu Он, brauc. как Иисус сделал, он pārvietojās. вышел Viņš darīja kā Jēzus, viņš nokāpa и lejā поставил нас на его место. un pacēla mūsu savā Он vietā. занял наше место. Viņš ieņēma mūsu vietu, Потому что мы, как грешники, jo mēs kā все grēcinieki, мы visi mēs, должны были бы умереть на кресте. visiem mums būtu jāmirst pie krusta. Крест – это было наше место. Krusts bija mūsu vieta. Да, мы сослужили, правда ли? Да? Mēs to esam pelnījuši. Мы сослужили. Mēs pelnījām to. А Иисус взял наше место Bet Jēzus aizņēma mūsu и vietu. поставил нас на его место. Bet mūs iecēla savā vietā И вел нас. un vadīja mūs. Куда? Uz kurien? В гостиницу. Uz viesnīcu. А что за гостиница? Kas par viesnīcu? Гостиница, вот, церковь. Lūk, draudze ir kā viesnīca. Церковь – это гостиница, Ja? Draudze ir viesnīca, где мы, вот где-то процесс исцеления продолжается. kur šis te dziedināšanas process turpinās. Аминь. Amen. Это не наша, не придумка церковь. Tas nav Это mūsu место, izgudrojums. которое Иисус Draudze. нас вел. Bet vieta, uz kurien Jēzus mūs vadīja. И там есть хозяин Tur ir saimnieks. или человек ответственный за этой гостиницей. Nu, vai nu atbildīgais cilvēks par šo viesnīcu. Это наш пастор. Tas ir mūsu gans. И через него Иисус продолжает работать в нашей жизни. Caur viņu Jēzus turpina savu darbu mūsu Иисус dzīvēs. говорит, вот, возьми все, что тебе надо. Jēzus saka, ņem lūk visu, ko tev vajag. А если исцеление, процесс исцеления дольше, чем я думал, да? Un ja dziedināšanas process notiek ilgāk nekā es biju domājis, Ты тратишь свое, tu tērē я потом savu, отдам тебе все. es tev pēc tam atdošu visu Будет to. награда для человека. Jo būs alga viņam. Аминь. Amen. И Бог продолжает нас исцелить Un Dievs turpina mūs и dziedināt восстанавливать. un atjaunot. Потому что мы, некоторых из нас, пришли сюда очень испорчены. Jo mēs ļoti, daži no mums, daudz no mums iespējams ļoti tādi samaitāti, sabojāti esam Но Иисус ienākuši нашел šeit. нас. Bet Jēzus mūs atrada. Аминь. То есть самаритяне были враги израильтянов, вы знаете, да? Ja jūs zināt, ka samarieši viņi ar jūdiem Это nesaprāt. самаритян мог бы сказать, о, израильтян там пусть. Samarietis varēja pateikt, tas ir jūds. Вы знаете, мы тоже были врагами Бога. Mēs taču arī bijām Dievi. Наш грех сделал нас врагами Божьими. Это Mūsu мы grēks, против Бога. mūsu grēks padarīja mūs par Dievu ienaidniekiem. Несмотря на это, Neskatoties uz to, Иисус нашел нас, Jēzus mūs atrada. исцелил нас. Dziedināja mūs. Начал в нас то, что до сих пор Он продолжает, благодаря церковь, которую Он Iesāka создал. mūsos savu darbu un turpina, pateicoties draudzē jau šeit. Аминь. Amen. И сегодня Он хочет, наверное, продолжать что-то делать в нашей жизни. Šodien, ja viņš arī grib turpināt kaut ko darīt mūsos, Мы еще нуждаемся. mums
Tad tas ir Его vajadzīgs прикосновение. joprojām mums vajag viņu pieskārienu. Может быть, еще раз началось какое-то воспаление, а Иисус готов tratīt все, что у него есть. Iespējams, ir sācies kaut kāds jauns iekaisums, bet Jēzus jau ir gatavs atkal izdot no sava tērēt. Amen. Это прекрасная история, правда? Brīnišķīgs šitas ir stāsts. Я рад, что Иисус Христос нашел меня. Es priecājos, kad Jēzus Kristus mani Мне atrada. было 19 лет, когда Иисус меня нашел. Man bija 19 gadi, kad man Jēzus atrada. Я еще, наверное, не успел согрешить, как может быть. Es varbūt Потому что я nebiju тоже думал, paspējis что vēl я tur kaut ko хороший diži парень. sagrēkot. Es biju normāls džeks. Ходил в церковь, Gājuši baznīcu. просто как религия, исполняет какой-то, да, Džeksīt kaut ko ievilkt reliģiju. Nu. Но когда-то я обнаружил, что я тоже грешник. Bet kādu dienu es sapratu, ka arī es esmu grēcinieks. А вы знаете, есть два человека, которые считают, что, или могут считать, что они не грешники. Ir Два вида человек. divi cilvēku veidi, kuri var uzskatīt sevi, neuzskata sevi par Да, grēciniekiem. с которыми могут говорить, я не грешник. Kuri var teikt, es neesmu grēcinieks. Первый Pirmais человек, которому Бог говорит, cilvēks, kuram Dievs saka, ты больше не грешник. Я очистил тебя в крови своей, ты мой сын. tu vairāk neesi grēcinieks, jo tu esi mazgāts manās asinīs, un tu В tagad esi mans tēvs. этом отношении Сын Божий, то есть дети Божьи могут так с уверенностью говорить, Бог меня спас. Šajā ziņā Dieva bērni var droši teikt, Dievs man ir izglābis. Вот это называется уверенность в спасении. Šo te sauc par pārliecību par pestīšanu. Аминь. Amen. Мы знаем, что мы еще грешим, Mēs zinām, ka mēs joprojām grēkojam. да? Об этом будем говорить в школе, да? Поэтому Jā, mēs par to vēl skolā runāsim. мы будем продолжать эту тему, да? To mēs tēmu turpināsim. А другая типа человек, который говорит, Un otrs cilvēku tips, kurš я не saka, грешник, es neesmu я grēcinieks, хороший, es esmu labs. мне не надо церковь, мне не надо Бога. Нет? Man nav vajadzīga draudze Dievs un tā tālāk. И это называется гордость. Un to sauc par lepnību. И гордость самый страшный враг человека. Un lepnība ir vislielākais cilvēku ienaidnieks. И сегодня я хотел сделать призыв вам всем на, Šodien es gribētu aicināt visus, jūs un mūs visus, чтобы мы пришли к Нему, к Богу, к lai Иисусу mēs Христу. nāktu Dievu priekšā pie Jēzus, И что мы разрешили Ему трогать. lai mēs ļautu viņam pieskarties mums, Казаться там, где болит. pieskarties tur, kur sāp. Да? Может быть, сегодня ты грешник. На самом деле грешник. Vispirms, varbūt jūs šeit, tu esat grēcinieks, pa Потому что īstam. никогда у тебя была эта встреча, или у вас была эта встреча с Иисусом Христом, как этот человек. Jo tev nekad nav bijuši šīs satikšanās ar Jēzu Kristu tāda, kā šim cilvēkam bija. Наверное, никогда в жизни не пережили вот этот момент, когда на самом деле мы знаем и мы чувствуем, что Иисус Христос взял нас в своих руках. Vai varbūt nekad neesam piedzīvojuši to momentu, kad Jēzus mūs būtu pacēlis savās rokās un mūs šķīstīs, attīrīs un piedevis Это mums. произошло со мной 9 мая 1982 году. Ar mani tas notika 82. gada 9. Я помню тот maijā. день, когда Иисус меня Es нашел atceros to dienu, kad Jēzus mani atrada и перевязал меня, un pārsēja mani и слил кровь свою на мою жизнь. un izlēja savus asins manā dzīvē un atveda mani uz Может быть, draudzi. вы или ты первый раз в церкви сегодня, Varbūt tu esi šodien pirmo reizi и никогда у draudzē. тебя была вот такая переживание с Богом. Un nekad tev nebija šāds piedzīvojums ar Личная Dievu. встреча с Иисусом Христом. Personīgi satikšanās ar Поэтому, Jēzu если Kristu. вы сегодня в таком положении, Un ja šodien tu esi tādā stāvoklī, я хочу сказать, сегодня Иисус здесь, es gribu teikt, Jēzus ir šeit šodien, чтобы
простить и чтобы помогать. lai piedot un lai palīdzētu. И я буду делать призыв, я буду призывать Un es тех, кто нуждается молиться Es сегодня. aicināšu tos, kuriem ir vajadzīga lūkšana. Šodien uz priekšu mēs lūksim Dievu. Молитва никогда не помешает. Lūkšana nekad nenāks par ļaunu. Всегда мы можем наполнять это место, чтобы искать Ему. Vienmēr И я varam хочу nākt попросить priekšā, тех, lai кто нуждается переживать это личная встреча с Иисусом, Es gribu lūgt tos, kuri vēlās personīgi šo piedzīvot, приносит спасение, tikties personīgi ar Jēzu который Kristu, очищает нас от греха, kurš glābi mūs, kurš šķīsta который mūs no дает новую grēkiem, жизнь kurš dod jaunu и dzīvi, жизнь вечную. mūžīgo dzīvību. Если вы хотите сегодня Ja jūs vēlaties šodien переживать эту встречу с Иисусом, piedzīvot šo tikšanos ar во время Kristu, молитвы я буду просить вас, чтобы вы стояли в этом стороне, lūkšanas laikā es lūkšu, lai jūs nāktu šajā pusē и мы будем с вами молиться. un ar jums kopā lūksim. А если, может быть, у кого-то болит душа просто? Bet iespējams kādam vienkārši sāp dvēseli. Да, давно мы в церкви, давно мы верующие, Jā, mēs sen esam draudzē, sen esam но, ticīgi, наверное, еще душа болит. bet iespējams joprojām sāp Это не dvēseli. стыдно. Par to nav jākaunās. Есть переживания в жизни, которые требуют иногда время. Ir dzīvē pārdzīvojumi, kuriem ir vajadzīgs laiks. И для этого церковь существует. Tāpēc ir draudze arī. Чтобы мы могли прийти и сказать, Lai mēs varam мне atnākt болит душа. un pateikt, man sāp Я dvēseli, знаю, man что sāp Бог sirds. со мной. Es zinu, ka Я Dievs ir знаю, ar что mani. Бог меня спас. Es zinu, ka Viņš mani Я знаю, glāb. что я сын Божий Es или zinu, ka es дочь esmu Божья, Dieva bērns, но мне душа болит. bet man sāp sirds. Я хочу молиться сегодня, Es gribu šodien lūgt, чтобы Иисус продолжал излиять на нашу душе Его кровь и вина, Jēzus turpina и izliet, что Дух Святой продолжал. lai izliet šo vīnu savas asinis pār mums. Потому что, наверное, мы просто нуждаемся в утешении от Бога. Un lai Viņš būtu mums mierinātājs mūsu dvēselēm. И, может быть, сегодня Бог может это делать. Un šodien Dievs arī varēs arī to darīt un darīs. Давайте станем, да? Piesausimies. И, не знаю, я попрошу пастора сейчас. Я мог бы перед призывом, но я хотел бы, чтобы пастор Модрис продолжал вести нас в этом призыве. Будем Mācītāji, mums vadīt tālāk. Не стесняйтесь. Если на самом деле вам нужен Бог, Nevajag kaunēties, ja jums tiešām vajag Dievu. приходите сюда. Nāciet šeit priekšā. Будем молиться с вами. Lūksim kopā. Если кому-то еще душа болит, Ja kādam vēl sāp и dvēseli, будем молиться. nāciet arī. Lūksim kopā. Bībelē teica, ka kas ir pestīšanas diena? Pestīšanas diena ir tā, ka tu dzirdi evaņģēliju, ka tu dzirdi vēstu par to, ka Jēzus glāb, ka tu dzirdi, Bībelē teica, ka neapcietini savu sirdi. Un ka tu pazīsti Jēzu kā savu kungu. Un domāju, tavā dzīvē ir kaut kādas lietas, kā mēs dzirdējām, kā teica, iekaisums radies kaut kas, kur tas ļāvis, sātnams ļāvis, lietām, apstākļiem dominē par tevi ļāvis, lai šie sāpes